हरिः नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव उदोत इषवे नमः। Глава 3. В обители Гангули. Ее глаза были как озеро бездонное. В них можно было прочитать и прошлое, и будущее. А посередине сиял пылающий образ настоящего. Казалось, вот она сама, собственной персоной, стоит передо мной. Из ее глаз исходило особенное сияние, наделенное необыкновенной силой. Это была мать Кали. А вы, наверное, тоже испытывали нечто подобное, когда мысленно переносились из настоящего момента в прошлое. Тогда глаза закрывались сами собой, но внутренний взор становился ясным. Вы словно бы погружались на дно глубокого озера. Именно тогда вы можете увидеть, как многочисленные реки питают озеро, как эти реки стремятся к морю. Вы почувствуете, что сами плывете по воле волн, которые несут вас к океану. Когда я пытаюсь играть с этими волнами, приподняв завесу прошлого, то часто вспоминаю о том, что произошло в святилище Матери в обители Гангули, которая находится в округе Питхаургарх в штате Уттараханд. В то время я жил на берегу реки Сараю, неподалеку от деревушки Багешвар, где в свое время предавался аскезе Риши Маркандея. Именно там был расположен величественный храм Бхагнатх Махадев. В то время я готовился к погружению в самадхи, когда некоторые люди изъявили желание увидеть обитель Гангули и пещеру Патал Бхуванешвар. Я согласился, и в ноябре 1976 года группа из 25 человек, среди которых были мужчины, женщины и дети, отправилась в обитель Гангули. С нами был настоятель храма, которого очень уважали в тех местах, как настоящего святого. Как только наша машина остановилась на базаре в Гангуле, ее тотчас же обступили с 4 сторон. Жители повели нас в находящийся неподалеку храм, у которого есть своя история. Это тот самый храм, где когда-то склоняли голову даже англичане. Именно они преподнесли в дар храму огромные колокола, которые сохранились до сих пор. С этим храмом связана удивительная история.
Во время Второй мировой войны индийских солдат собирались отправить на поля сражений в Бирме. Огромное количество солдат и офицеров летело в самолете, когда возникла какая-то неисправность, и самолет начал медленно падать в море. Все попытки спасти его не увенчались успехом. И отчаявшиеся люди решили уже прыгать в море, когда один горец, Джоши, сказал британским командирам, что может спасти самолет, обратившись с молитвой к Кали-Деви. Сначала все подняли его на смех, а потом стали умолять, чтобы он поскорее осуществил задуманное. Джоши с большим чувством начал молиться, и свершилось чудо. Самолет начал медленно набирать высоту. Люди увидели, что какая-то женщина стоит на крыле самолета и вытягивает его из бездны. Когда самолет благополучно приземлился, эта женщина исчезла неизвестно куда. Англичане написали об этом событии в Кумауни Газет, а потом пошли поклониться в этот храм, посвященный Великой Матери. Они пожертвовали на его нужды большую сумму, а также огромные колокола и другую храмовую утварь. На все это можно полюбоваться и сейчас. О Великой Матери ходит множество подобных легенд. Я и раньше слышал эти истории, но до этого в упомянутом храме не был. В этот раз я, сидя на храмовой веранде, беседовал с храмовым служителем. Он затруднялся утверждать, что в этих историях правда, а что ложь. Внезапно появилась огромная толпа людей, которые пришли меня поприветствовать. И я забеспокоился, но потом объявил, что в храме будет проводиться пуджа, и велел всем туда прийти. У меня самого не было обыкновения участвовать в пудже. Приходили Бира, Падма, Нима и Кусум, приглашали меня, но я оставался сидеть на веранде. Люди продолжали приходить ко мне. Подошли мои близкие друзья, а вновь стали приглашать на пуджу. Я и в этот раз не согласился, но стал ходить вокруг храма и неожиданно зашел вовнутрь. Увидев меня, храмовый служитель словно лишился дара речи, а я встал с правой стороны от изваяния матери. И я брал у женщин кокосовые орехи и разбивал их у алтаря, окуривал изваяние ароматическими палочками. Когда я подлил масло в алтарный огонь, то все мое тело содрогнулось и застыло в неподвижности. И я лишился дара речи, а огонь, между тем, погас. Весь храм погрузился в непроглядный мрак. И тут из-за двери храма внутрь начали проникать лучи божественного света. Этот свет коснулся моего тела, и я последовал за ним на улицу, и все остальные люди потянулись за мной. Эти лучи
исходили от большого кедра. Когда я подошел к дереву, свет исчез, но зато появилась девушка примерно 18 лет. Она была похожа на сумасшедшую. В изношенной одежде она рвала на себе волосы и посыпала себя дорожной пылью. Но когда я встретился с ней глазами, то вздрогнул. Я тотчас же бросился к ней. Как только я к ней прикоснулся, девушка тотчас же приняла величественный вид. Она загадочно улыбалась, ведь это была сама мать Кали. Все люди с удивлением смотрели на исходящие от нее лучи света. Вокруг нее распространился чарующий аромат. Она выглядела как женщина, но со множеством рук. Она была воплощенной красотой, стояла и улыбалась. Внезапно ее лицо изменилось, оно стало просто пугающим. Некоторые люди испугались и убежали, но я оставался на своем месте и попросил ее принять прежний вид. И я говорил, что хочу играть у нее на руках. Я бросился к ней в ноги, а она протянула навстречу мне свои руки и подняла меня, вновь превратившись в прекрасную девушку. Я держал ее за руки и задавал множество вопросов. Люди стали понемногу возвращаться. В ответ на мои вопросы Великая Мать смеялась, и иногда так сильно, что содрогался весь кедровый лес вокруг нас. Постепенно все вокруг погрузилось в туманную дымку, пронизанную удивительным светом. Наверное, в течение получаса я купался в материнской любви и получал ее благословение. Тем временем весть о явлении матери разнеслась подобно пожару, и рядом с нами собралась целая толпа. Тогда мать в последний раз возложила руки мне на голову и отправилась прочь. Люди последовали было за ней, но она посмотрела на них, громко рассмеялась и бесследно исчезла. Те люди, что пришли после этого, проклинали свою несчастную судьбу, а когда я вошел в храм, то все бросились мне в ноги. Люди подходили ко мне за благословением по одному, удивляясь произошедшему чуду, а я все еще продолжал купаться в лучах материнской любви. Я сравнивал обычную человеческую любовь с любовью божественной. Люди щедры в выражении своих теплых чувств по отношению к тем, кто приносит им пользу. Но стоит человеку изменить свое поведение, и вчерашние друзья превращаются во врагов. Однако божественная любовь и любовь просветленных людей всегда неизменна. Через некоторое время я взобрался на крышу храма и снял сверху флаг, после чего раздал людям кокосовые орехи в качестве просада и приготовился уходить.
Я пошел вперед, и, наверное, слишком быстро, потому что юноши и девушки, которые следовали за мной, начали отставать. Возможно, мне и не следовало так делать. В тот день я почувствовал, как любят меня люди, но их было слишком много, целая многотысячная толпа. Да, я был таким же человеком, как и они сами. Я стал своим для всех этих людей, но ведь сам я никому не принадлежал. Кто-то одаривал меня материнской любовью, кто-то любил как брата. В глазах этих людей я видел бездонный океан любви, и этот поток продолжал нести меня вперед, хотя сам я парадоксальным образом уже давно добрался до спасительного берега. Я смотрел на Биру, на руках у которой была малышка Ума, на людей, что бежали за мной. А я быстро шел вперед. Со стороны, наверное, казалось, что я человек, которого преследует толпа людей, а он хочет от них убежать. Так и есть в нашей жизни. Человек стремится вперед, пока у него есть на это силы, а люди и обстоятельства пытаются задержать его, пытаются привязать его к себе, как будто он им принадлежит. На пути к цели так много остановок, так много препятствий. Сегодня я умер для всего мира, и поэтому принадлежу всем. Ведь люди способны преклоняться перед человеком только после его смерти. А пока человек жив, его принуждают скитаться по миру, подобно живому трупу. И только после того, как он умер, к нему на могилу начинают приносить цветы, зажигать свечи, вспоминать о нем. Обычно все люди куда-то бегут, куда-то стремятся, боятся не успеть, но ко мне это не относится. Я просто иду вперед, а люди бегут за мной, стараясь удержать. Многие хотят сопровождать меня в пути, клянутся в вечной верности, обещают, что всегда будут идти рядом. Но я ушел уже очень далеко от других. Какое-то время люди сопровождают меня, но потом приходится расставаться. Кто-то устает и остается позади. Кого-то увлекает новый поворот в пути. В этот раз я оторвался от преследования и сел отдохнуть на большом камне. Но уже через некоторое время меня вновь окружила толпа. Люди устали и запыхались. Но они соревновались между собой, кто быстрее добежит до меня. Как только они меня нашли, то позабыли про усталость. Это жизнь. Человек должен всегда идти вперед. Не ко мне, а к собственной своей цели. К той цели, ради выполнения которой человек и появился на этот свет. Все идут вперед, и я, и вы. Даже если вы и отстаете от меня, это не имеет значения. Я не священное изваяние, которому нужно поклоняться. Я такой же путник, как и вы. В конечном итоге мы все придем в одно и то же
место. Сама жизнь учит нас постоянно идти вперед, а иногда даже бежать. Необходимо убежать так далеко, где уже ничего не будет, никаких привязанностей. Останется только сам человек. Тогда-то он и поймет, что такое жизнь и кто он такой. Я добрался до того места, откуда собирался уехать на автобусе. Удивительное дело, автобус уже был там, но мне не нужно было беспокоиться, потому что мое место уже было зарезервировано. Постепенно пришли и остальные, а автобус все ждал, пока все соберутся. Потом он наконец-то отправился в путь. Дорога была горной, извилистой, ухабистой и тяжелой, но автобус ехал все дальше и дальше, потому что именно в этом был смысл его существования – в движении. Вместе со мной на соседнем месте расположился Пьяре Лал. Сзади сидели Кусум и Падма, справа сидели Нима, а из-за моей спины доносился голос Биры. Люди поменялись местами. Тот, кто сидел сзади, перебрался вперед и наоборот. Так и в нашей жизни. Люди меняются местами. Но один общий автобус ведет всех вперед, к новому горизонту. Всем придется преодолеть крутые повороты, подъемы и спуски, одинаково бороться с усталостью. Так и наш автобус, преодолевая расстояние, продвигался вперед. Иногда люди останавливали его по своему желанию, а потом он снова продолжал свой путь. Я тоже находился в этом автобусе, в самой передней его части, недалеко от водителя. За нами сидела целая толпа. Кто-то разговаривал, кто-то пел песню, кто-то ссорился. Но несмотря на все это, автобус продолжал свой путь. Водитель продолжал вести машину и не оборачивался назад. А вот я время от времени туда смотрел, но ничего не говорил. Как похожа была эта поездка на наш жизненный путь. Тот автобус словно олицетворял собой материальный мир, а дорога – путь действия, человеческую карму. Не доезжая 10 километров до обители Гангули, автобус остановился, и словно весь мир остановился в своем движении. Люди вышли из автобуса, разбились на группы. Молодые мужчины, молодые женщины и старики отдельно друг от друга. И все они, поддерживая своих товарищей, направились в храм Патал Бхуванешвар. Патал в переводе с хинди означает ад, преисподняя. Мы зажгли там свет, рассеяли окружающую это место тьму, а затем начали свое нисхождение в преисподнюю, в Патал. Там был глубокий колодец, куда мы и начали спускаться. В колодце царила непроглядная тьма,
и некоторое время всем было страшно. Потом я медленно вошел в подземную пещеру, а за мной туда проникли и остальные люди. После того, как мы опустились вниз на глубину 150 футов, мы оказались на ровной площадке. Если оттуда спуститься еще на 5 футов вниз, то можно увидеть очень красивые ступени. И если спуститься по ним и еще дальше вниз, то взору откроется обширная площадка, где могут спокойно расположиться тысячи людей. На потолке очень красивая, изысканная резьба. Там изображен и легендарный слон Айравата. На переднем плане расположен каменный трон, а над ним барельеф, изображающий змея Шешу, раздувающего 1000 капюшонов. И все это не произведение безвестного мастера, а шедевр, созданный самой природой. В глубине находится большой синий лотос, чьи лепестки, раскрывшись, опущены к низу. Из центральной части цветка исходит свет, который падает на изображение бога Шивы. Именно оттуда берет свое начало неширокая речушка. Изваяние Шивы тоже создано естественным образом, создано самой природой. Камень извивается, изображая длинные спутанные волосы Шивы. Кажется, что можно разглядеть каждый отдельный волосок. Ручеек берет свое начало прямо под цветком лотоса. На эту площадку можно прийти разными путями, но есть риск заблудиться, потому что пещера раскинулась на несколько миль. У меня с собой, кроме мощных фонариков, были еще веревка и нож. И я построил людей в одну линию, взял с собой несколько инженеров и кое-кого из молодежи, а затем стал продвигаться вперед вдоль течения подземной реки. Тропинка, по которой мы шли, была очень красивой. Посреди реки возвышался утес, на котором едва ли могли разместиться 2 человека. Дальше было место слияния этой реки с еще одним потоком. Однако место слияния 2 потоков не было глубоким, а вода просматривалась до самого дна. Скорость течения тоже была незначительна. Неожиданно я увидел под водой что-то похожее на медную крышку, которой была приделана ручка. Я поспешил к этому месту и попытался поднять крышку, но она не поддавалась. Я начал осматривать это место и увидел нечто, похожее на обод от этой крышки. Когда я потянул за обод, то крышка легко сдвинулась с места. Тотчас же вода изменила русло и перестала течь туда, где я стоял. Я поднял крышку
и обнаружил под ней огромный шивалингам. Сбоку был проход. Шивалингам тоже можно было поднять наверх. И я позвал всех тех, кто сопровождал меня. После того, как все поклонились священному символу, мы вновь закрыли его сверху крышкой и продолжали свой путь. Преодолев довольно большое расстояние, можно было увидеть пещеры времен Махабхараты. Они обработаны в виде жилых комнат. Для того, чтобы можно было подняться в эти пещеры, сделаны ступеньки. И есть еще много других галерей и проходов, ведущих вверх, куда мы не пошли. Мы продолжали спускаться вниз вдоль течения реки. Чем дальше мы спускались вниз, тем больше расширялась река. И, наконец, мы увидели, что она образует водопад и падает вниз. По сторонам водопада лежали огромные камни, на которых можно было расположиться для того, чтобы созерцать его красоту, или для того, чтобы совершить омовение. От этого места тоже расходилось несколько тропинок, но никто не хотел идти дальше, потому что люди устали. Поэтому мы вернулись назад, к месту слияния потоков. Я вновь поднял медную пластину и задумался о том, чтобы спуститься вниз. Все сопровождающие меня люди забеспокоились, но я твердо стоял на своем. Я позвал инженера Динеша Чанда Джоши, привязал ему на пояс веревку и велел продвигаться вслед за мной. Мы вдвоем довольно долго шли вглубь, пока путь не стал совсем извилистым. Продвигаться дальше стало невозможно. Тогда мы опустились на колени и продолжили свой путь, частично на коленях, частично ползком. Изнутри доносились странные звуки. Потом я вдруг замер, пораженный. Передо мной раскинулся прекрасный сад. Я увидел в этом саду гуляющих женщин и мужчин, которые наполовину люди, а наполовину змеи. При виде их Джоши очень испугался. Он упал на землю без чувств. Меня же со всех сторон окружили эти полулюди, полузмеи. Некоторые из них обладали телами, ничем не отличимыми от тел обычных мужчин и женщин. Они стали говорить мне о том, чтобы я возвращался обратно. Я указал на своего спутника, инженера Джоши, и тогда одна из местных женщин вышла вперед и привела его в чувство. Когда я уже совсем собирался возвращаться обратно, их предводитель подарил мне камень красного цвета. Это был необыкновенный красный сапфир, с которым я не расстаюсь и сегодня. Прошло уже несколько часов, как мы покинули своих друзей. Когда мы вернулись вместе с Джоши,
то увидели, что все люди ждут нас и уже совсем отчаялись. И я вывел всех людей из пещеры, и мы направились в храм Бхуванешвар. Рядом со мной сидели Кусум и Ума. Я рассказывал Уме о тайне ее предыдущих воплощений. Обе, и Кусум, и Ума, были студентками, учились на степень магистра. Что касается Кусум, то я прямо там показал ей ее прошлую жизнь. Остальные люди были заняты приготовлением каши кичери. После еды мы отправились в обратный путь, но люди все еще думали о пещере, которую посетили. Я же думал о том, что люди пытаются выйти на контакт с неземным разумом, ищут его в космосе, но никому до сих пор не пришло в голову поискать получше в гималайских пещерах. Эта удивительная пещера расположена в округе Питхаургарх, в 16 милях от обители Гангули. Здесь есть очень много интересных пещер, а во многих из них до сих пор припрятаны древние сокровища. Теперь упомянутая пещера тоже стала известной. Священнослужители из близлежащих деревень развернули здесь широкую торговлю предметами культа, но тем не менее люди еще не исследовали внутреннюю часть пещеры. Я знаю в Гималаях и такие пещеры, внутри которых можно идти около 15 дней, пока не покажутся первые признаки цивилизации. Там же можно встретить и просветленных махатм. В тот раз мы возвращались к автобусной остановке все вместе, с девушками, женщинами, мужчинами и детьми. Старшее поколение оставило нас позади и уже ждало на месте. Бира тоже уже находилась на остановке и рассказывала всем присутствующим о том, что произошло с нами в пещере. А люди с изумлением внимали ее рассказу. Бира – это святая женщина, жена Парашурама, мать 5 детей. Пунам и Ума – это ее дочери. Ее семья живет в Багешваре на берегу реки Сараю. Постепенно Бира начала рассказывать об обстоятельствах своих прошлых рождений. Она говорит, что многие святые люди были ее сыновьями. Такие, например, как Вишванатх Брахмачарья, Джаганатх Мандир, Раджкот, Махамандалешвар Балакришна Яти и великий Шри Кришна Чандрагири. Она очень часто видела этих махатм во сне и в состоянии медитации. Тогда она была их матерью и кормила их грудью. Она еще не может найти 2 своих сыновей по прошлым рождениям. Когда я смотрю на Биру, то кажется, что духовность всего мира сосредоточилась в этой женщине. Я мог наблюдать за мыслями Биры, но не хотел вмешиваться в этот поток. Наконец-то пришел долгожданный автобус,
и мы тронулись в путь. Фары автобуса освещали ночную тьму. Однако неподалеку от Багешвара в автобусе внезапно закончилось топливо. Перед тем, как окончательно замереть на краю дороги, автобус издал душераздирающий звук, как будто чья-то жизнь преждевременно оборвалась. Словно человек все еще хотел продолжать свой жизненный путь, но внезапно это стало невозможным. Как и произошло в нашем случае. Стояла глубокая ночь, и при этом мы находились в лесу. Отчаявшиеся люди вышли из автобуса и стали молиться, пока наконец Бира не сказала: «Почему вы не попросите об этом нашего йога? Пусть возьмет топливо у природы или велит автобусу двигаться дальше». И тогда все люди начали меня просить, чтобы я привел автобус в движение. Я не знал, что делать, пока мне не пришла в голову мысль, что нужно толкать автобус. И я сказал: «Толкайте автобус, и с Божьей помощью мы доберемся до Багешвара». Так и случилось. На трудном жизненном пути нам часто требуется помощь других людей, и неизвестно, когда это произойдет. Поэтому надо поддерживать со всеми ровные отношения, хотя надеяться прежде всего на себя и собственные силы. Мы живем в век научно-технического прогресса, когда ученые запускают космические корабли в космос. Поэтому мои истории могут показаться им неправдоподобной сказкой. Но вместе со мной во всех этих происшествиях участвовало молодое поколение индийцев, будущие врачи, инженеры, ученые, деятели искусства и бизнесмены. Сегодня эти люди достигли поразительных успехов в различных сферах жизни. Здесь я привожу имена всего лишь нескольких свидетелей описанной выше истории. Динеш Чандра Джоши, инженер. Альмора Кишан Лал Сах, бизнесмен. Багешвар Пьяри Лал Сах, бизнесмен. Багешвар Бхавани Лал Сах, бизнесмен. Багешвар Джагдиш Лал Сах, BSc. Шримати Бира, BSc. Парашурам Гобинд Сингх Парихар, BSc. Нима Сах, MA. Кусум Сах, MA. Тара Сах, MA, BD. Пунам, BA. Аша Гоял, MA, BD. Лахнау Диван Сингх Парихар, MA, экономика, бизнесмен. Кайлаш Сах Саптаник, подрядчик. Глава 4. Наука и духовность. Существует истина, находящаяся за гранью физического мира. Человек сбивается с пути,
даже если не пытается найти эту истину. Один из элементов, составляющих тело, Земля, придает ему основательность. Вода образует жидкости, циркулирующие в организме. Огонь делает человека теплокровным. В основе процесса дыхания лежит элемент воздуха. Эфир или небесное пространство заполняет пустоты в теле. Ум имеет в своей основе эго. Однако что же лежит в основе нашего истинного «Я»? Если мы познаем свою истинную природу, то сумеем избежать смерти. Мы спасаемся от самих себя, если осознаем, что наша истинная природа – блаженство. Если мы поймем принцип недвойственности Адвайта, то избежим ненужной борьбы. Ведь если нет ничего другого, то с кем же сражаться? Нужно помнить, что мы – это не только физическое тело. И с помощью йоги мы можем познать элементы, составляющие тонкие тела. Смерть – это тоже реальность нашей жизни. Она также естественна, как естественны для нас три состояния. Состояние бодрствования, состояние сна со сновидениями и состояние глубокого сна. И если мы не боимся засыпать, то почему боимся умирать? В ведической традиции считается, что место, время и вещество одинаково важны для существования живой души, дживатмы. Существует огромное количество различных миров, а в этих мирах по-разному течет время. Вещество также проявляет себя по-разному, в зависимости от предыдущей кармы. Внутренние силы можно достичь только тогда, когда вы перестанете цепляться за внешние формы и заглянете в суть явлений. И если перестанете обращать внимание на звуки и прислушаетесь к тишине. В пространстве души есть только чистое блаженство. Там нет ни места, ни времени, ни формы, ни симпатий, ни антипатий. Это пространство целостно и непротиворечиво. Предыдущее рождение обуславливает следующее. Но ведь есть и промежуток между новым рождением и моментом смерти, когда можно изменить эту предопределенность. Но пока наука не будет обладать теми же знаниями, которые сегодня обладают йоги, она не сможет пролить свет на данный вопрос. Принцип перевоплощения – это не досужие фантазии, а непреложная истина. Уже сегодня ученые говорят о том, что весь наш мир, как видимая его часть, так и недоступная глазу, состоит из тонких вибраций. Эти вибрации, в свою очередь, состоят из трех элементов – живых атомов, дживану, энергии и мысли. И душа – это синтез упомянутых элементов. У души есть и тонкое тело, образованное нейтронами,
невидимыми крошечными частицами. Они не могут оставаться в неподвижном состоянии и движутся с огромной скоростью, сопоставимой со скоростью света. Их не может остановить ни каменная, ни железная стена. Но они могут принять какую-либо упорядоченную форму. В традициях Веданты мы не объясняем, что такое истина, потому что с помощью слов сделать это невозможно, а удаляем тот налет лжи, который образовался на поверхности зеркала, в котором она может отразиться. Слова же используются исключительно в целях познания. Йога делает физическое тело помощником, проводником на пути познания истины. Она нарушает привычный распорядок функционирования физического тела и тонких тел, тем самым побуждая душу проявить себя. Йога побуждает нас задуматься о таких мирах, где нет ни земли, ни воды, ни огня, ни воздуха, ни солнца, ни луны. Там нет ни физического тела, ни времени. Остается лишь спокойное небесное пространство, где душа познает саму себя, где нет ни начала, ни продолжения, ни конца. Не остается уже ничего значительного, ничего ничтожного. А если посмотреться внимательнее, то мы увидим, как много раз создавался и разрушался этот мир. Подобно тому, как человек строит хижину, но она сгорает в огне, а человек вновь и вновь отстраивает ее, так и наш мир уже много раз был разрушен и превращен в пепел. В этом мире постоянно действуют силы созидания, сохранения и разрушения. Бог – это та сущность, что находится вне времени и вне пространства, то есть проникает всюду. Он присутствует во всех веществах и формах, но сам стоит за пределами проявленной формы. Йога помогает увидеть это вечное, безграничное существо и тем самым привести человека к просветлению, разрушить двойственность его восприятия, помогает увидеть скрытое от глаз и проявленное, приводит к пониманию, что кроме пространства души ничего больше не существует. Наука стремится все доказать опытным путем и ограничивает себя определенными рамками. Наука только приближает человека к очищению. В мире науки очень много предвзятых и субъективных мнений. Научные выводы не отличаются постоянством. Каждый день новые исследования вносят коррективы в предыдущие выводы. До сих пор ученые-химики обнаружили всего лишь 111 химических элементов. Каждая из них обладает особенными свойствами, определенным цветом и запахом, основным агрегатным состоянием. Одни из них тяжелее по удельной массе, другие легче. Но несмотря на все это кажущееся многообразие, в каждом веществе присутствуют электроны, протоны и нейтроны.
каждом атоме существует ядро, нуклеус, вокруг которого движутся электроны, являя собой уменьшенную модель Солнечной системы. Трудно поверить в то, что различие между атомом одного вещества и атомом другого вещества заключается лишь в количестве протонов и нейтронов, сосредоточенных в ядре, и в количестве электронов, вращающихся вокруг. В мире существуют сотни тысяч различных веществ. Можно считать их различными видами организации энергии, но в конечном счете это различные формы проявления первоначальной силы – шакти. Однако наука не может с точностью утверждать то же самое. Ей всегда нужны неоспоримые факты и доказательства. До сих пор наука не изобрела способа измерения тех сил, которые в наибольшей степени влияют на человека. Например, любовь. Любовь – это такая непоборимая сила, которая оказывает на жизнь человека огромное влияние. Никто не будет с этим спорить, но разве ученые когда-либо официально исследовали этот феномен? И есть и подобные необъятные темы. Что такое красота? Почему какая-то музыка оказывает на какого-то конкретного человека сильное влияние, а на другого нет? Ученые даже не хотят браться за исследование этих тем, считая их бесперспективными. До сих пор, несмотря на достигнутые успехи, наука не может создать какой-либо орган тела. Эта проблема решается в очень узком спектре, да и то с трудом. И если приглядеться к нашему физическому телу, то можно заметить, сколько оно таинственно, сколь совершенно, сколь загадочно и непостижимо. Какими тесными узами оно связано с жизнью человека. Эту тайну с древнейших времен пытаются разгадать как ученые, так и философы. В нашем теле постоянно происходят сложнейшие химические процессы. Некоторые из этих процессов совершенно невозможно воспроизвести в искусственной среде. Например, искусственным образом получить антитела. Задумайтесь хотя бы на секунду о величайшем чуде, которым является человеческое сердце. Оно работает без устали, удовлетворяя потребности различных частей тела. И если мы оглянемся по сторонам и задумаемся о материальном мире, который нас окружает, то поймем, что в этом мире нет ничего неожиданного или спонтанного. Он существует по четким, давным-давно установленным законам. Почему я постоянно сравниваю между собой науку, философию Веданты и йогу? Потому что они три звена одной и той же цепи. Задача Веданты заключается в том, чтобы с помощью слов
объяснить взаимосвязь между Богом и природой. Наука занята тем, что пытается опытным путем доказать эту истину, а йога призывает человека зайти в лабораторию, которая является его тело, и там погрузиться в свое истинное «Я». Йога делит человека на 3 тела – физическое, тонкое и кармическое, которым соответствуют 3 вида элементарных частиц – электроны, протоны и нейтроны. Йога полностью и исчерпывающе описывает феномен души, которая неделима, неразрушима. Современная наука исследует черные дыры, но для исследования остаются еще и белые дыры. Что же касается йоги, то она давно уже дала подробное описание всех источников жизни. Мы используем в своей повседневной жизни такое количество нейтронов, которое значительно превышает то, которое мы получаем вместе с солнечной энергией. Пусть наука займется этой проблемой, ведь йоги думают только о становлении, развитии и разрушении. Что такое этот мир? Что такое живое существо, живая душа? И стоит ли что-то за пределами этих понятий? В чем заключается смысл жизни каждого живого существа? Как связано живое существо с окружающим его миром? Все это темы, которыми занимается йога. Человек, который занимается практиками, должен погрузиться внутрь себя, иначе он будет жить в бессознательном состоянии, пока не настанет его смертный час. Каждый человек сам определяет для себя путь. Путь человека никогда не заканчивается. Каждую секунду рождается что-то новое и отмирает что-то старое. Подобно тому, как беспрерывно течет река, как меняется пламя в светильнике. Но мы не замечаем этого движения, и весь наш мир меняется каждую минуту, каждую секунду. Жизнь и смерть идут рука об руку, сменяя друг друга. Живые существа идут по пути развития от ничтожного червя до Бога-Создателя Брахмы. Я не созидаю ничего нового, моей тени нет в мире созидания, да и сам я бегу от собственной тени как можно дальше. Однажды я решил для себя, что бы ни произошло, это не является окончательной истиной. Очень часто человека на жизненном пути подстерегает множество вопросов. Именно эти вопросы сбивают его с толку и уводят в сторону от прямого пути. Общество причиняет ему много страданий, и когда он наконец заходит в царство Адвайты, то, отделяясь от самого себя, познает собственную душу. В этом и заключается цель данной книги
рассказать о йоге, о том, что ощущает человек, вставший на духовный путь развития. Мы привыкли говорить «это я», а это «оно». Этих «оно» множество. Но смысл духовных практик заключается в том, чтобы понять «я» и «оно» – это одно и то же. Это основа йоги. Человек, познавший эту истину, может считаться просветленным. Понять, что мир постоянно меняется, а «я» неизменно. Сознательное и бессознательное. Сознание, которое давлеет над процессами становления, сохранения и разрушения. Бессознательное – это природа, или другими словами искусство. И ты, о человек, являешься примером удивительного синтеза двух вечных начал – Бога и природы. Глава 5. Искусство. Природа Пракрити. Искусство лежит в основе всего. Весь мир бессознательного можно разделить на три основные элементы – саттва, раджас и тамас. Искусство изначально, то есть не порождено никем. Оно – самодостаточное явление, берущее начало в самом себе и всегда приносящее плоды. Оно ничего не делает специально для себя, потому что является бессознательным. Весь мир, создаваемый искусством, оно создает не для себя самого, а для живых существ. Созидательное начало не наслаждается плодами своего труда, потому что наслаждение – осознанный процесс. Мы можем сравнить это с тем, как верблюд везет на своей спине многокилограммовый драгоценный груз шафрана, но самому верблюду до этого шафрана нет никакого дела. Если созидательное начало – искусство, и пуруша – духовное, сознательное начало сумеют отрешиться друг от друга, то это приведет к просветлению. Достаточно будет и того, если осознанная душа отрешится от созидательного начала. Но это возможно только тогда, когда душа достигнет состояния полного самопознания. Без божественного импульса созидательное начало не способно ни на какие действия, потому что по своей природе оно инертно. Божественное сознание подобно магниту, который приводит в движение кусочки железа, сообщает им направление. Когда созидательное начало пробуждается от своего спящего потенциального состояния и переходит в проявленное состояние, то наступает момент творения. Здесь появляется привязанность и отторжение, симпатии и антипатии. Когда три первичных элемента – саттва, раджас и тамас – находятся в гармонии, то это порождает симпатию, в противном же случае – антипатию.
Симпатия, привязанность – это свойства созидательного начала. Антипатия и отторжение – свойства Пуруши. Именно из взаимодействия этих двух начал и рождается Вселенная. У созидательного начала имеется 8 признаков. Они таковы: благочестие и грех, знание и невежество, привязанность и отрешенность, богатство и бедность. Считается, что один из этих признаков, знание, может привести душу к просветлению, а остальные приводят только к заблуждениям. В конце творения можно непосредственно воспринимать 3 основных элемента – саттва, раджас и тамас – в их изначальном состоянии. Именно эти 3 основных элемента созидательного начала породили Брахму, Вишну, Махеша, Махасарасвати, Махалакшми и Махакали. Созидательное начало, природа, безгранична. До тех пор, пока душа не погрузится в состояние самадхи, пока не осветится изнутри божественным светом, она не может ни постичь Бога, ни приблизиться к созидательному началу. Искусство, созидательное начало, воплощено в природе. Но будь то Шакти, Кундалини или Маха-майя, в самом центре, в глубине можно найти Шиву. Я – это одежда для искусства, для природы. Это свет для нее. Это сознание. Это источник жизни. Искусство – это моя сила. Благодаря ей я могу наслаждаться миром. Но без моей любви искусство безжизненно, а я без него разбитая дорога. Я путник, а искусство мой путь. Созидательная сила лежит в основе всего. Именно от нее зависит активность человека. Но в своей чистой форме она бессознательна. Это кундалини, которая находится в непробужденном состоянии. Это источник энергии всего мира, а я – это сознание кундалини. Кундалини – это источник жизненной силы, праны, и из этого же источника питается и ум. Эта великая сила проявляется в человеке. Именно она подарила человеку и другим живым существам физическое тело. Именно она – символ начала этого мира и его конца. Это та сила, что стоит за проявленным миром. Именно в ней пребывает подсознание. Эта созидательная сила имеет своей целью развитие материального мира во всем многообразии форм. Она проявляет себя и через человека. Пракрити – это ум, Пуруша – это сознание. Я любящий, а она моя возлюбленная. Я и она – Шива и Шакти. Творение проявляет себя в 2 великих началах – в Пракрити и Пуруша, в глубоком сне без сновидений
и в осознанности. Истинное «Я» наслаждается всем, что было создано в этом мире симпатий и антипатий. Но если человеческое «Я», приблизившись к этой созидательной силе, начинает считать ее высшей реальностью, то это приводит к тотальному заблуждению. Любовь этой созидательной силы дает жизнь каждому из нас. По большому счету, эта сила простирается как в физическом, так и в духовном мире. Ведь это и воображение, и фантазия, и рассуждения, и вера, и намерения. В ней заключены качества 5 основных элементов природы: текучесть воды, скорость ветра, жар огня, пустота небесного пространства, основательность земли. И если с ее благословения и под защитой сознания человек начнет с симпатией принимать то, что ему неприятно, то он познает самого себя и постигнет высшее блаженство. Эта великая сила спит, свернувшись в Муладхаре. Ее мы и называем кундалини. Именно с ее помощью можно постичь вечный характер души, ее чистоту, неразрушимость, ее внутренний свет. Мы можем сказать, что эта великая сила – природа или искусство. Когда наступает момент нового творения мира, она выражает себя с помощью 3 первоэлементов и 5 стихий и делает мир проявленным. Это ее истинная природа, ее различные состояния. Здесь нет никакого смысла говорить о двойственности или о целостности. Подобно тому, как вода по своей природе может находиться в различных агрегатных состояниях – твердом, жидком и газообразном. Но в каком бы состоянии она ни находилась, она остается в сущности водой. Для того, чтобы проявить свою милость по отношению к живым созданиям, эта созидательная сила принимает различные формы. Это относится и к сфере осознанного, и к сфере бессознательного. То есть можно сказать, что это независимая, всепроникающая сила. И если настоящий йог растворится в ней, то он придет к постижению сознания. И если он сможет пробудить кундалини, то наградой за это ему будут различные ситхи, или, другими словами, сверхъестественные способности. Хотя эта всеобъемлющая сила всегда присутствует в теле, в потенциальном состоянии, но только с помощью света сознания можно ее пробудить. И если же этого не происходит, то она создает для людей всевозможные ловушки и иллюзии, которые в свою очередь являются причиной всех несчастий и страданий. Вся Вселенная, все ее элементы были порождены созидательной силой. И этот великий спектакль взаимодействия между материей и сознанием можно наблюдать не только в нашем мире, но и во множестве других миров, где обитают другие существа,
которые тем не менее тоже подвержены закону кармы. Они тоже появляются на свет и тоже умирают. Ведь жизнь существует и на таких планетах, как Марс, Венера, Юпитер, на Луне и на Солнце, на далеких планетах и созвездиях, в огне и воде. Эти миры были сотворены точно так же, как был сотворен и наш мир, в результате взаимодействия, сознания и созидательной силы. Живые существа живут в соответствии с законами их мира, приспосабливаясь к условиям окружающей среды. Бывают миры, покрытые слоями разноцветных облаков. Бывают планеты, которые совершают оборот вокруг своей оси за гораздо меньшее время по сравнению с тем временем, которое требуется для этого нашей Земле. Например, на Марсе совсем другая атмосфера. Там 25 гор, которые достигают 1000 миль в высоту, и реки, которые бывают до 5000 километров в длину и 4-5 километров в ширину. При этом они очень глубоки. На северном и южном полюсе Марса всегда огромное количество снега. И если бы весь этот снег растаял, то он превратился бы в безграничное море. На многих планетах очень сильный ветер. Скорость ветра достигает иногда от 400 до 1200 км в час. Тело человека – это тоже особый мир. Созидательная сила природы – это прекрасная обитель, в которой пребывает сознание Пуруша. Искусство – это созидательная сила Бога, которая расцветает, когда на нее падает луч сознания. Именно оно определяет жизнь человека. Именно эта созидательная сила наградила меня бесценным даром, знанием, что позволило мне отринуть мирские привязанности и достичь вершины духа. Именно она сделала меня странником на этом пути. И я, будучи воплощением Пуруши, всегда блуждаю среди этой созидательной силы. Без нее невозможна была бы жизнь. Сам факт человеческой жизни является доказательством ее существования. Цель жизни заключается в том, чтобы, приблизившись к ней, продвигаться в сторону духовности. Человек пытается постичь, для чего он появился на свет. Он мечется между двумя крайностями в сетях своей предыдущей кармы. И искусство в этом случае проявляет себя как ограничения, налагаемые миром, как великая иллюзия – майя. В сотворении мира оба начала принимали равное участие – и Пракрити, и Пуруша. Но вся красота жизни исходит от нее. В ее саду обитает множество животных, цветут цветы, каждый из них со своеобразным, уникальным ароматом. Цветок расцветает, даря надежду. Потом он вянет, погружая сердца в печаль, а момент, когда он полностью упадет с ветки,
говорит о глубоком отчаянии. Человек – это венец творения природы, и жизненная сила, породившая его, постоянно заставляет его задумываться, кто я. И человек отправляется в путь, чтобы найти ответ на этот вопрос. Он считает себя всесильным, но по пути попадает в ловушки общества, его ограничений и условностей. И этот путник сбивается с пути, исчезает куда-то. Что же в конце концов ищет человек? Бога, истину или самого себя? И если человек сумеет одухотворить ту созидательную силу, что дала ему жизнь, то он сможет считать, что исполнил свое предназначение. Человек скитается по земле, которая является для него домом. Здесь он живет не один. Живые существа, животные, растения, реки и моря, покрытые снегом горы – все это составляет его мир. Он не знает о существовании мириад других миров, которые, возможно, гораздо красивее и совершеннее этого мира. Но ведь живые существа, населяющие эти миры, совершенно не похожи на привычные нам формы жизни. Материя проявляет себя в бесчисленных формах. В нашем мире человек состоит из 5 первоэлементов, но ведь есть и другие миры, жители которых далеко обогнали нас в своем развитии. Они могут своим намерением формировать реальность. В мгновение ока могут переместиться в любую точку пространства по своему желанию. Это не ангелы и не демоны. Они тоже люди, похожие на нас, как много различных миров. Где-то постоянно светит солнце, а где-то вечная ночь. Сменится еще не одно поколение, прежде чем жители нашей планеты выйдут на контакт с этими существами. Однако, если человек займется самопознанием, то это произойдет гораздо раньше. Просветленный человек может установить контакт с существом из любого мира. Ведь наш великий Создатель именно таким образом задумал человеческое тело, чтобы он мог осуществить все свои желания. Человек способен выйти из своего физического тела и на тонких уровнях разрушить кармические частицы, оставшиеся от прошлых воплощений. Человек, достигший высшей степени просветления, обладает такими выдающимися способностями, что даже сами божества, святые, гандхарвы, киннары, якши и ганы указывают ему путь. Хотя человек и остается постоянным заложником времени, он стремится отыскать во всем высший смысл. Человек смотрит на лунный свет, на прохладу неба, на сияние звезд, затаив дыхание. Вот что такое взаимодействие Пуруши и Пракрити. Но потом он видит, что ничто не вечно. Светлый лик луны закрывают облака,
и меркнет сияние звезд. Так человек начинает жить среди внутренней борьбы и противоречий. Именно здесь и заканчивается психология по причине своего бессилия, и начинается духовность. И я бы посоветовал современным ученым не так сильно увлекаться изучением атома, но больше внимания уделять изучению души. Ведь это самая главная наука. Та информация, которую мы получаем с помощью органов чувств, относится к материальному миру. Можно назвать эту область метафизикой. Она считается более низшим уровнем по отношению к более высшим. Высшие уровни – это уровни познания небесных сфер. Современная наука достигла выдающихся успехов. Однако, чем больше открытий совершалось в материальной области, тем больше ученые внедрялись в духовную сферу. Сейчас взгляд исследователей сосредоточен на тонких материях. Ученые уже поняли, что существует нечто, что находится за пределами восприятия органов чувств. Они обнаружили множество загадочных феноменов, начиная от рентгеновского излучения и беспроводной связи и заканчивая ультразвуком. Современная наука продолжает исследование атома, то есть интересуется тонким миром, интересуется пустотой и бесконечностью. Возможности познания у современной науки безграничны. И все равно, сколько бы ученые не познавали тонкий мир, всегда будет оставаться еще больше неизведанного. Невозможно даже вообразить, сколько еще удивительных тайн хранит Вселенная. Потому что созидательная сила по своей природе безгранична и непознаваема. Мы можем узнать лишь ничтожное количество ее тайн. И эти тайны заключены как в материальном, так и в тонком мире. И если человек попытается познать те законы, в соответствии с которыми проявляет себя созидательная сила, то он может понять закономерности ее проявлений. Но если он попытается навязать этой силе свои собственные законы, то не достигнет успеха. Да, в проявлениях созидательной силы существуют свои закономерности. Кажется, что она ведет наш мир к определенной цели. Именно поэтому ученые начали совершать открытия одно за другим. Но человек может познать все эти тайны, если погрузится в глубины своей души. Ведь наша душа – это прообраз Вселенной. Но раньше ученые игнорировали эту тему, называя явления тонкого мира предрассудками. С помощью измерительных приборов ученые не смогли обнаружить душу, и поэтому отмахнулись от нее, как от несуществующего явления. Но разве могут они убежать от собственной души? Однако, когда я вспоминаю то время, что провел с просветленными в Гималаях, то думаю, что современную науку можно сравнить с новорожденным младенцем, и должно пройти много времени, прежде чем она достигнет зрелости.
Современная наука старается спасти мир от гибели, и если ей это удастся, то это будет ее грандиозным достижением. И я уже давно вышел за пределы науки. И если она не занимается исследованием души, то как я могу поверить, что она сможет раскрыть тайны великих гималайских отшельников или тайну созидательной силы, о которой написана эта глава? Существует жизнь в материальном мире. Это наше тело, созданное в соответствии с предыдущей кармой из сухожилий, мяса и костей. И человек начинает считать, что физическое тело – это все, что у него есть, и отрицает душу, дающую этому телу жизнь, хотя и знает, что именно в душе заключена истина. Тело – это целая вселенная, все семена и образы которой потенциально заключены в нем. С помощью духовных практик можно позволить этим семенам прорасти, дать всходы, цветы и плоды. Нет большой разницы между телом человека и окружающим его миром. Пребывая в физическом теле, человек может достичь всех своих целей. На духовном пути можно установить связь между Богом и человеком. Ведь истинная йога – это соединение, объединение, растворение. Подобно тому, как ручей растворяется в реке, топливо сгорает в огне, соль растворяется в воде. Именно так исчезает двойственность, превращаясь в целостность. Сейчас существует очень много различных школ йоги, выпускается огромное количество книг. Я же говорю всем, кто встал на духовный путь, что существует совершенно естественный способ достичь своей цели на этом пути. Ведь все упражнения, вместе взятые, не ведут к конечной цели. Многие люди, практикующие различные упражнения, думают, что это и есть йога, и они ошибаются. Йога – это такое состояние души человека, когда исчезает его обособленность, и он становится волной или лучом божественного сознания. В этом состоянии искусство и сознание едины. Настоящий йог с помощью йогических практик достигает высшего состояния просветления. Тогда у него появляются сверхъестественные способности – ситхи, потому что он уподобляется Богу как на физическом, так и на тонком плане. Такой йог становится воплощением созидательной силы кундалини. Изучив свое тело изнутри через призму йоги, человек познает тонкий план явлений. В человеческом теле существует 72 тысячи энергетических каналов, по которым всегда циркулирует энергия, 33 тысячи костей, составляющие скелет, мышцы, ткани, сухожилия. В жизни человека принимают участие все три тела – физическое тело, тонкое тело и кармическое тело. Но все это останется в инертном состоянии,
если не будет освещено светом сознания. В основе всего лежит созидательная сила, освещенная светом сознания. Глава 6. Творение становления. Человеку свойственно размышлять и рассуждать обо всем. Он способен развивать свой ум, создавать намерения, вспоминать, фантазировать. И в ходе этого процесса, наблюдая за причудливым соединением природы и духа, человек все чаще и чаще задает себе определенные вопросы. Кто я? Зачем я появился на свет? Зачем был создан весь наш мир? И кто его создатель? Как я связан с этим миром? И когда человек обо всем этом размышляет, он начинает представлять могучую силу, отдельную от него, ответственную за все причинно-следственные связи. И эту силу человек называет Богом. Он начинает ему поклоняться, украшая различными атрибутами совершенства. Наблюдая за сменяющимися событиями мира, человек понимает, что за каждым событием стоит какая-то причина, а за каждым действием его следствие. Возможно, что все это невозможно заметить невооруженным глазом, но на более тонком уровне восприятия это совершенно ясно. Причина и следствие не существуют отдельно друг от друга. Это две стороны одного и того же явления – становления и упадка. Новое не создается, старое не разрушается. Меняется лишь состояние. Из иллюзии не может появиться истина. С точки зрения созидательной силы есть только настоящий момент, в котором уже присутствует как будущее, так и прошлое. Когда созидательная сила активизируется, то она дает начало проявленному миру. Именно тогда происходит слияние искусства и сознания, пракрити и пуруша. Но остается вопрос о том, почему человек появился на свет. Мудрецы утверждают, что тело человека – это храм души. Иными словами, это обитель богов. И именно в этой обители у человека есть шанс познать Бога и достичь просветления. Для тех, кто стоит на духовном пути, хочу сказать, что именно человеческое тело – это инструмент, с помощью которого можно достичь успехов в йоге. Те живые существа, что появились на свет в других телах, могут только наслаждаться жизнью, но путь духовного роста для них закрыт. Но обычно происходит так, что человек запутывается в мирских делах, отдавая им предпочтение по сравнению со всем остальным. Это и становится причиной заблуждений.
Я хочу сказать, что с самого начала своей жизни человек должен правильно распоряжаться тем сокровищем, что было ему вверено, то есть физическим телом. Хочу для своих последователей прояснить некоторые моменты творения. Когда сталкиваются между собой два прежде чужеродных элемента, то в результате этого столкновения рождается нечто новое. Предположим, что один элемент неодушевлен и полностью пассивен. Зато другой обладает всей полнотой жизни. Когда эти элементы сталкиваются между собой, то рождается нечто новое. Это и есть становление. В сознании присутствует скорость движения, а в состоянии глубокого сна полное спокойствие. Когда сознание сталкивается с состоянием глубокого сна без сновидений, то от этого столкновения рождается новая реальность. В сознании присутствует скорость и направление действия, а в состоянии глубокого сна без сновидений – спокойствие. Оба состояния сталкиваются друг с другом, и появляется новый вектор движения. Например, стена – это инертное начало, и если бросить в нее камень, то это проявление сознательного начала. От столкновения этих двух начал рождается новая реальность. В этом взаимодействии заключено взаимодействие мыслей, взаимодействие различных элементов, взаимодействие мужского и женского начала. Так и появляется что-то новое. Божественное начало осознанно, природа погружена в глубокий сон. Божественное начало – это сознание, природа – это созидательное начало, искусство. Сознательное начало неожиданно приблизилось к созидательному началу. У него не было особого намерения делать это, но столкновение произошло. Созидательное начало, не освещенное светом духовности, пребывало в полной пассивности. Но как только произошло столкновение, его энергия активизировалась, а духовное начало Пуруша так и остался смотреть на природу в изумлении. Ведь это созидательная сила. В ней есть свое очарование, притяжение. И с этого момента оба они пошли вместе, рука об руку. Отчуждение превратилось в привязанность, и появилось что-то новое. Осознанный дух плюс искусство равно Пуруша плюс Пракрити. Искусство порождает значимость, саттва порождает сознание, раджас порождает интеллект, тамас порождает гордыню, эго. Слой первый. Душа, она состоит из мельчайших частиц, которые даже меньше тех частиц, что составляют тонкое тело.
душа бесцветна. Слой второй. Сразу за слоем души начинается слой сознания, читта. Он ассоциируется с лучами ярко-белого цвета. В области сердца, в центре блаженства, он является символом знания и меняет свой цвет в зависимости от склонности личности. Именно здесь возникают различные виды предрасположенностей и различные предпочтения. Они, подобно морским волнам, появляются и исчезают. Эти вибрации активизируют кармические частицы. И если в человеке преобладают вибрации белого цвета, белые, подобно снегу, вибрации чистоты, то можно назвать такое сознание саттвичным. И если сознание беспокойное и активное, то его можно назвать раджасичным, а если оно будто бы накрыто темной тучей, то мы называем его тамасичным. Именно здесь пребывает душа. Читта может находиться в двух состояниях – привязанности, симпатии и отчужденности, антипатии. Слой третий. Следующий слой – слой эго. Он покрывает предыдущий слой сине-зеленым облаком, хотя он тоже меняет свой цвет в зависимости от склонности человека. В этом слое у саттва-гуны есть примесь сине-зеленого цвета, а у раджа-гуны – белого. А у тама-гуны цвет более глубокий и насыщенный, с преобладанием синего. Слой четвертый. Слой тонкой праны, жизненной силы. Этот слой купается в ярких лучах, подобных солнечным. Он окружает предыдущие слои и сверкает, как капельки росы, и сам излучает яркий свет. На него тоже оказывают влияние три гуны. И если преобладает саттва-гуна, то он белый, и если раджа-гуна, то он розовый. И если этот слой находится под влиянием тама-гуны, то он становится грязноватым, дымчатым, а иногда полностью невидимым. Именно в этом слое рождаются все импульсы, которые активизируют тело. Здесь соединяются импульсы ума с импульсами сердца, наполняя тело жизнью. Таким образом, циркуляция жизненной силы праны идет от кармического тела к тонкому телу, а от него к физическому телу. Она распространяется подобно свету солнца. Слой пятый. Слой тонкой природы пракрити. Этот слой желтого цвета окружает сверху предыдущие слои. Этот слой также называют кармическим телом.
Внутри этого слоя расположены все предыдущие слои. Порожденные кармой, сильные чувства и страсти неразрывно связаны с душой живого существа, дживатмой. Даже во время конца света эта связь не нарушается, потому что дживатма стремится любой ценой спастись от гибели и надеется вечно пребывать в этом мире. Поэтому карма всегда соединена с этим слоем, который направлен на наслаждение материальным миром. Слой шестой. Самый верхний слой – это слой Брахма, слой безграничного небесного пространства. Хотя этот слой вездесущий и всепроникающий, он в тонкой форме находится в пространстве сердца. Мы можем созерцать его в собственном сердце. Безграничное пространство едино и невыразимо. Именно оно находится в душе. У него нет определенного цвета, хотя оно и ассоциируется с белым цветом. Его можно в тонкой форме наблюдать и в сердце, в центре блаженства. После этого можно говорить о звуке, прикосновении, форме, вкусе и запахе. И есть 5 основных элементов стихий: пространство, эфир, воздух, огонь, вода и земля. Существует 5 органов чувств: слух, осязание, зрение, вкус и обоняние. 5 органов действия: речь, руки, ноги, репродуктивные органы, анус. 11 – ум. Именно эти 11 элементов и 5 стихий воплощают собой творение. Только так оно может себя выражать. Их можно познать опытным путем через медитацию. Цель созидательной силы через многообразие форм и проявлений привести дживатму к освобождению, соединить с божественным началом. Когда отражение созидательной силы падает на дживатму, то в ней начинают проявляться 3 гуны, и она становится тем, кто наслаждается, тем, кто действует, или отрешенным существом. Созидательная сила не оставляет своих попыток помочь Пуруше освободиться. Когда созидательная сила выходит из своего потенциального состояния и активизируется, то происходит творение пространства, направления и времени. Все 3 гуны в соответствии с законами природы присутствуют в каждом живом существе, в каждом веществе. Нет ничего, что состояло бы из 1 или 2 гун. Из саттвы берет свое начало читта, часть которой проявляется в творческом начале человека. От раджаса берет свое начало разум, будхи. Разум каждого человека является частью вселенского разума. Тамас порождает эго, которое бывает 3 видов: с преобладанием саттвы, преобладанием раджаса и преобладанием тамаса. Саттва эго дает начало 5 органам чувств:
а раджасичное эго 5 органам действия. Саттвический раджас дает начало активному уму, который приводит в движение органы чувств и органы действия. Из-за присутствия этих двух начал, саттвы и раджаса, ум обладает остротой и способен справляться со сложными задачами. Все стихии образованы с преобладанием элемента тамаса. Все остальные элементы присутствуют в них в зачаточном состоянии. Если же во время творения преобладает элемент саттвы с небольшими примесями раджаса и тамаса, то на свет появляются люди, боги и гандхарвы. В образовании тел животных и птиц играют большую роль элементы тамаса и раджаса. Планеты в основном образованы с помощью элемента тама-гуны. Это относится ко всем планетам, на которых тоже существует жизнь. Там обитают живые существа, приспособленные к пребыванию на этих планетах. Все виды живых существ можно подразделить на 3 категории – дев, тирьяк и люди. Категории девов, или другими словами категории божественных сознаний, можно причислить Брахму, Праджапати, Индру, Якши, Ракшасов и Пишачей. К категории тирьяк относятся животные и птицы, такие как олени и змеи и остальные. Люди – это мы с вами. Весь мир был создан для того, чтобы живые существа им наслаждались и жили в нем, пока не достигнут определенной степени восприятия и понимания, когда естественным образом их склонности изменяются на противоположные. Высокое рождение обусловлено предыдущей кармой. Рождение в человеческом теле именно потому считается благословенным, что человек способен мыслить и действовать. У него есть 2 вида сознания – сознание дживатмы, живого существа, и параматмы. Дживатма всегда обитает в каком-либо физическом теле, а параматме это не нужно, потому что параматма – это уже сат, чит, ананда. А в дживатме этих качеств нет. Хотя в ней присутствует и сознание, но это сознание не имеет в своей природе абсолютное блаженство, потому что связано с физическим телом, и ему приходится выносить постоянные превратности судьбы, и радость, и горе. Активность ума и органов чувств не является постоянной и неизменной. Им необходима передышка, необходим отдых. Например, человек не может постоянно поглощать пищу. И если долго идти, то приходится останавливаться на привал. В нашей Вселенной существует бесчисленное количество миров, где так много других лун и солнц. Эти миры населяют разнообразные живые существа, которые по своей природе
соответствуют данной среде обитания. И наша великая страна Индия – это один из таких миров, который издавна считается местом, где живут разнообразные боги. Сколько раз высшее божество спускалось на эту священную землю в человеческом образе. Я уже не говорю о Гималаях, этом священном месте обитания йогов, отшельников и просветленных. Гималаи – это специально созданное место для поиска божественного. И сегодня в Гималаях обитают настоящие йоги, которые живут там уже с незапамятных времен, святые и отшельники, предающиеся суровой аскезе. Они живут там уже многие тысячи лет. И мне посчастливилось провести время с некоторыми из этих великих людей. И я хочу донести до вас тот опыт, который я получил рядом с ними, и рассказать о них для того, чтобы вы тоже встали на путь активного и осознанного поиска духовности, и чтобы вы получили что-то полезное для себя из слов этих великих просветленных. Глава 7. Ашватхама. Во всем нашем огромном мире считается, что человек находится на высшей ступени творения. Ведь даже божества для того, чтобы достичь своего божественного состояния, принимали человеческое обличие. Рождение в теле человека достигается только благодаря благоприятной карме. Когда человек устает от обстоятельств своей жизни, от пут, которыми награждает его общество, он начинает стремиться к тому, чтобы раскрыть секрет созидательной силы природы. И тогда на его пути обязательно встречаются просветленные люди, которые указывают ему правильное направление. Путь человека не прекращается никогда, отдыхает только тело. Когда человек достигает последнего рубежа, то физическое тело прекращает свое существование, а душа ищет новое тело для следующего воплощения. Смерть ко мне хотела приблизиться, но я постоянно находился в пути, и она не успевала за мной. Она говорила мне: я не из тех возлюбленных, что будут постоянно ждать. Но ты, Капил, ушел из мира двойственности в мир целостности, а туда я не могу проникнуть. Она пришла за тем, чтобы забрать дорогую ей вещь. Смотрела не на мое тело, а на меня, на мою истинную сущность, которую она любила. Но что она могла взять? Уже тогда я был словно отделен от своего тела, и она не понимала, что ей делать. Она не могла выполнить свой долг. Смерть – это не мужчина и не женщина. Это направление движения, перемены.
Я не хочу, чтобы ты снова барахтался в волнах этого материального мира. Я дам тебе отдых, последнее пристанище. И я не задаю никаких вопросов, и моя любовь нерушима. Хотя я приношу с собой большие перемены, но по природе своей я отличаюсь крайней верностью. Капил, отдай свое физическое тело миру материи. Пойдем со мной, и там ты сможешь отдохнуть и насладиться тонким миром. Сколько ты еще будешь скитаться по Вселенной в полном одиночестве? Именно так говорила она мне, стремясь меня заполучить. Она всегда куда-то спешила, смотрела то на мое тело, то на меня. В тот момент пришли и другие святые отшельники. Увидев ее нетерпение, улыбнулись. Ведь она сама по себе известие. Она привыкла погружать живые существа в глубокий сон. Все живые существа становятся ее добычей. Она охотится на всех и всех любит. Но все, подумав о ней, приходят в ужас. И что только они не делают, чтобы позабыть об ее существовании. Но есть предел и ее всемогуществу, как в той ситуации, о которой я здесь рассказываю. Она признала свое поражение и собралась уходить со словами: «Боюсь я вас, просветленных отшельников, ведь ваши желания воплощаются, а желание – это смерть». Что делать в такой парадоксальной ситуации? Ведь вы в любое время можете войти в тело и покинуть его. Ведь нет теперь разницы между вами и мной. А разве я могу убить саму себя? Ведь моя задача в том, чтобы освободить истинное «Я» от тела для того, чтобы истинное «Я» продолжало исполнять свой долг. Но ваше «Я» уже и так освободилось, мне некого брать с собой. Так она и не смогла меня забрать, потому что я уже давно погрузился в море целостности, в море Адвайты. Какое наслаждение испытывает тот человек, который, умерев, продолжает жить. Тут уже нет места смерти. Это растворение, подобно тому, как реки растворяются в море. Ведь они не прекращают свое существование, они погружаются в океан вечного и безграничного блаженства. Там уже нет никаких ограничений, нет последнего рубежа, нет смерти, только вечный поток. Поэтому я говорю: умри, исчезни, растворись, как исчезают реки, как испаряются капли воды. Капля растворяется в океане, но не умирает. Смерть хочет принести перемены, а я хочу плыть в вечном потоке. Она хочет заключить меня в свои объятия, а я хочу стать частью безграничного океана.
ведь я всегда был путником и всегда буду идти вперед. Поэтому мне не нужен тот последний приют, которым она меня соблазняет. Ведь я люблю играть в волнах вечности. А там нет никаких берегов, поэтому смерти придется уйти в другое место. Моя цель – это вечное, нерушимое, безграничное. На моем пути нет остановок. Жизнь – это мой путь, а я путник. Я свободен и бессмертен, не рождаюсь и не умираю. У меня нет привязанностей и антипатий. Я не искусство, которое мы называем созидательной силой, и я не последняя граница. Да, когда-то я ею был, но не теперь. Я теперь тот, кем я являюсь. Теперь нет ни созидательной силы, ни последней границы. Остался только я сам. Смерть пыталась задать мне вопрос, но я вместо ответа вновь вошел в свое физическое тело для того, чтобы раствориться в потоке вечного океана. По просьбе Пахари Бабы. Я проводил зимние делийские дни вместе с Пахари Бабой и Сарасвати Гири на холме, расположенном между Моти-Баг и Шастри-Никетаном. Тогда там был небольшой храм Шивы, который сейчас значительно вырос. Пахари Баба завел разговор о святых из Гуджарата, которые живут на берегах реки Нармады. Мы словно услышали сладкие звуки, которые издают волны этой реки. И вот однажды мы туда отправились, к берегам реки Нармады, где есть святые места, посвященные Шиве, и где можно встретить множество настоящих отшельников. Истории об этих отшельниках широко известны. Идя вдоль берега реки, мы дошли до густых зарослей. С этими местами ассоциировались рассказы о племенах народности бхилов. Лес был очень густой, и даже днем в нем было так темно, что казалось, наступила ночь. Пахари Баба уже бывал в этом лесу и был знаком с обычаями бхилов. Они часто грабили отшельников, которые проходили здесь. Они не разбирали, кто перед ними – святой человек или простой домохозяин. Но они никогда не грабили племена цыган-кочевников, которые часто проезжали здесь со своим скарбом. И на мне, и на Пахари Бабе из одежды была всего лишь одна накидка. Ночью бхилы увидели нас и начали кричать «У-у-у», издавая при этом свистящие звуки. Мы остановились. Потом Пахари Баба сказал мне: «Продолжай идти». Из имущества у каждого из нас было по мешку, где мы держали священный пепел и целебные листья дерева ним.
Бхилы продолжали кричать и шли за нами следом. Уже через некоторое время мы были во всех сторон окружены сотнями бхилов. Они были вооружены копьями, луками и стрелами. Они схватили нас и отняли наши мешки, но когда увидели в них пепел и зеленые листья, то с изумлением на нас уставились. Потом, посовещавшись, они завязали мешки и отвели нас в свою деревню. Внутри хижины они усадили нас с большим почетом и разожгли жаровню. Потом принесли нам лепешки из каких-то трав и лесной мед в качестве угощения. Мы немного съели сами, а остальное раздали местным жителям в качестве просада. Они были очень довольны. Потом эти люди построили для нас хижины из веток, трав и цветов. Много дней и ночей они прислуживали нам, ухаживали, как за самыми дорогими гостями. Хоть они и были дикарями, но у них была своя собственная культура, собственные обычаи и законы. И никто из них не нарушал эти законы. Они беспрекословно подчинялись старости деревни, поклоняясь ему как божеству. Но по-настоящему они поклонялись богу Шиве. Целый день они бродили по лесу в поисках добычи. Иногда грабили путников, убивали животных. Но, повторяю, у них была собственная культура. По утрам и вечерам навестить нас приходили сотни бхилов. Иногда они пели и танцевали всю ночь напролет. Когда у них были особые дни воздержания, то в эти дни они совершенно ничего не делали. Многие из них были одеты в те вещи, которые они отняли у путников, но остальные бхилы были прикрыты повязками из травы и листьев. Даже женщины одевались подобным образом, прикрывая свое тело только ниже пояса. Каждый день я видел среди бхилов особенного человека. Его глаза сияли необычным огнем. Он жил среди дикарей, но был гораздо выше их ростом. Он всегда был одет в желтые одежды. Как только я собирался о чем-нибудь его спросить, он тотчас же уходил. Так прошло много дней. Мы беспрепятственно бродили по лесу и уже хорошо его изучили, да и все бхилы познакомились с нами. Мы также узнали, как живут эти племена. Однажды мы отдыхали в храме Сульпанешвар Махадев, когда я вновь увидел того странного человека. Он был молод, кончики его усов были подкручены вверх, а большие глаза словно метали молнии. Он казался таким удивительным, нежным и спокойным, но обладал твердым характером. На голове у него был желтый тюрбан, который полностью прикрывал лоб. Когда я стал рассказывать о нем Пахари Бабе, то, вероятно, он понял мои слова, потому что наградил нас необыкновенно очаровательной улыбкой.
Потом молодой человек встал и пошел, а мы последовали за ним. К нам присоединилась и группа бхилов. Когда этот богатырь поднялся по ступенькам храма, он посмотрел на нас и очень вежливо и почтительно попросил нас вернуться назад. Тогда я подошел к нему, прикоснулся к его ногам и сказал: «Кем бы вы ни были, я хочу узнать ваше имя. Ваше божественное тело и высокий лоб говорят о том, что вы не наш современник. Со всей искренней почтительностью припадаю к вашим ногам и прошу вас раскрыть свою тайну. Я уже понял, кто вы, но хочу удостовериться в правильности своих предположений». Услышав мои слова, бхилы пришли в состояние крайнего возбуждения. Они вытащили луки и стрелы, приготовившись к нападению. Поднялся шум. Видимо, они подумали, что я оскорбил их героя, ведь они преклонялись перед ним. Но этот великий человек остановил бхилов. Он заключил меня в свои объятия и поцеловал так, как мог бы отец поцеловать любимого сына. Капил, я Ашватхама, сын учителя Дроначарьи. Я принимал участие в великом сражении, описанном в Махабхарате, был полководцем. Но все это в прошлом, а сегодня я живу здесь, среди бхилов, и поклоняюсь Сульпанешвар Махадеву. Иногда отправляюсь в Гималаи, чтобы встретиться с Крипачарией и Видуром. А здесь, среди бхилов, время для меня остановилось, хотя я и иду впереди времени. Иногда Видур и Крипачария сами приходят сюда, и эти места словно превращаются в Гималаи. Иногда меня посещает и Горакшинатх, и тогда мы воскрешаем прошлое и растворяемся в нем. Мы не убегаем от жизни, и жизнь не может убежать от нас. Мы заключили соглашение друг с другом. Что было с нами вчера? Что происходит сегодня? И что случится с нами завтра? И я знаю все об этих состояниях. Но даже зная все это, я ничего не могу поделать. Потому что сегодня я уже не тот, что был вчера. Ашватхама снял тюрбан с головы, и на его лбу среди кудрей стал заметен странный шрам, как будто его голову когда-то разрубили надвое. Вдруг его лицо осветилось удивительным светом, который исходил прямо из этого шрама. Свет был такой яркий, что смотреть на него было больно. Он глубоко погрузился в прошлое и сказал: «Все мои военные таланты ушли из этой раны на лбу». Там раньше была волшебная драгоценность, но я лишился ее и лишился всего остального. Я лишился славы, богатства и власти, но мой дар бессмертия остался со мной.
ведь я получил его благодаря йоге. И этот дар у меня никто не смог отнять, ни братья Пандавы, ни Кришна. А мои товарищи покидали меня уже бесчисленное количество раз. Когда я вижу, что мои бывшие товарищи родились в теле животных, птиц и пресмыкающихся, то думаю о человеческом бессилии. Когда человек появляется на свет, то думают, что у него получится совершить что-то выдающееся. Но получив человеческое тело, он совершает такие поступки, что потом ему приходится воплощаться в теле животных, пресмыкающихся и насекомых. И из этого порочного круга не вырваться. А я остаюсь, и ничего со мной не происходит. И я живу здесь и поклоняюсь Шиве. И я знаю, что время сражений Махабхараты прошло уже более 5000 лет, но для меня все это произошло словно вчера. Мы оставались в обществе этого божественного героя из прошлого целых полгода. Иногда совершали долгие прогулки, как будто были самыми обычными людьми, но ничто нас особенно не впечатляло. Я и не заметил, как прошли эти 6 месяцев. Однажды этот великий человек поцеловал меня в лоб, благословил Пахари Бабу, положив ему руку на лоб, и исчез. До этого он сказал нам, чтобы мы продолжали свой путь. Мы так и сделали, и через некоторое время пришли на берег реки Нармады. По дороге мы повстречали еще одного святого, который был очень молод, и утром мы втроем отправились совершать омовение. Мы разложили свои вещи у камней. Солнце припекало. Мы все еще готовились совершать омовение, как вдруг, откуда ни возьмись, появился огромный толстый змей. Мы уже хотели убежать, но тут я остановился. Я стал смотреть на змея. Он остановился, посмотрел на меня и вновь стал быстро приближаться. Пахари Баба убежал в реку, а юный отшельник Дхармананда поднял с земли камень, чтобы ударить змея, но еще раньше тот успел наброситься на юношу и укусить его. Юноша упал без сознания, а змей уполз совсем недалеко. Он свернулся в клубок на камне неподалеку и стал за нами наблюдать. Пахари Баба сделал все возможное, но не смог спасти юношу. Тогда, разозлившись, он направился к змею, чтобы убить его. Но еще до того, как он замахнулся на змея камнем, змей превратился в старого отшельника, который соединил руки перед грудью в простительном жесте и улыбнулся ему. Пахари Баба, не гневайтесь. Я Авадхут Баба из Нармадешвара. Я уже около 50 лет сижу здесь, на берегу реки Нармады. Терплю и холод, и ливень,
и палящий зной в ожидании вот этого юноши Дхармананды. И, наконец, сегодня я сделал то, что задумал. Теперь Дхармананда освободился от своих прежних грехов и может свободно бродить по миру. Ничего не предпринимайте, потому что у вас сейчас все равно ничего не получится. Лучше отправьте его тело вниз по течению реки, а я пойду. Баба вновь превратился в змея и затаился в камнях. Пахари Баба положил тело Дхармананды на лодку и перевез его на другой берег реки. В городе Чхота, Удайпур, он обратился к врачам, а потом и сам с помощью собственного искусства пытался оживить юношу. Тело юноши 3 дня лежало на Гхате, неподалеку от храма бога Рамы. Но усилия Пахари Бабы не увенчались успехом. А я ждал его возвращения на другом берегу, слушал то, что говорила мне река. Каждый день приходил Авадхут Баба и приносил мне поесть. Он часто приползал в теле змея, а рядом со мной превращался в отшельника. Он рассказал, что 50 лет тому назад он предавался аскезе, сидя под деревом Ним в Нармадешваре. Но из-за Дхармананды ему пришлось покинуть свое тело. И с тех пор он ждал его прихода, чтобы восстановить справедливость. Однажды в полдень мы сидели вместе с Бабой, как вдруг он сказал: «Смотри, возвращается Пахари Баба. Он опускает тело Дхармананды в воды реки. Пойду скорее, пока рыбы не съели тело, а ты мою змеиную кожу тоже брось в реку». Пахари Баба еще не успел дойти до меня, а Авадхут Баба уже сбросил с себя змеиную кожу и ушел. Я взял бездыханного змея и пустил его вниз по течению реки. Неожиданно я увидел, что плывущее по волнам тело Дхармананды наполнилось жизнью. Он поплыл сам и выбрался на сушу на противоположном берегу. Пахари Баба, открыв рот от изумления, смотрел на происходящее. На том берегу Дхармананда делал физические упражнения, активизируя тело. Тогда я рассказал пораженному Пахари Бабе о том, что на самом деле это Авадхут Баба проник в тело Дхармананды. И я рассказал ему также, почему все это случилось. Однако это событие никак не повлияло на мое желание продолжать свой путь вдоль реки Нармады, и я пошел дальше. А Пахари Баба направился к храму Акхилешвара, расположенному на другом берегу реки. Там предавался аскезе великий йог Самвари Баба. Что же касается Авадхута Бабы, я знал, что он не сможет оставаться в этих местах и направиться в Гималаи, потому что здесь многие были знакомы с Дхарманандой и уже слышали, что его укусила змея,
от чего он умер. И я попрощался с Пахари Бабой, пообещав вновь с ним встретиться, и пошел вдоль реки. Река текла вперед, стремясь к далекому морю, и я же хотел посмотреть на место их слияния. В пути мне словно бы послышался голос Ашватхамы: «Жизнь подобна миражу, будь то жизнь человека, божества или ракшаса. Все они одинаково подвержены иллюзиям. Человек же – существо общественное. И вот ему, находясь между жизнью и смертью, приходится еще выполнять предписания общества. Конечно, жизнь богов проходит на более высоком уровне, а отшельники, постигшие высшую истину, погруженные в самих себя, пребывают в собственной душе. Но и они иногда поддаются мирским соблазнам, ведь жизнь никому не дает вздохнуть спокойно. Живому существу в этом мире нужна поддержка, нужна прочная основа. Именно поэтому живая душа постоянно воплощается то в одном, то в другом теле. Когда душа воплощается, майя стремится запутать ее в своих сетях, а душа стремится к свободе. Отсюда и внутренняя борьба, и все конфликты и противоречия. Человек считает, что он венец творения, затевает бесконечные войны, не может остановиться ни на минуту. Более 5000 лет назад состоялись легендарные сражения из эпоса Махабхарата, но ведь и сегодня войны не прекращаются. То, что кто-то выигрывает в этих сражениях, а кто-то проигрывает – иллюзия. В этих сражениях нет ни победителей, ни побежденных, потому что все это Он, все пребывает в Нем, а люди – лишь Его орудия. И этот круговорот вчера, сегодня, завтра продолжается вечно. И я наблюдаю за происходящим уже много веков, за этой игрой Бога, лилой. Нет большой разницы между вчерашним и сегодняшним днем. Ведь закон кармы связывает воедино причину и следствие. Это два проявления одной и той же реальности. Так я и шел, погруженный в себя, убив себя в самом себе вдоль берега реки Нармады. Шел к своей цели, вспоминая слова Ашватхамы. Шамбхаве намаха.